Привычная летняя картина курортного края сменилась стильной зимней романтикой и не только вокруг, но и на картинах прославленных художников, которые Ольга Иродян собрала в своей галерее на очередной выставке. Объединяет эти картины общая тематика – это зимняя Абхазия. Но по привычке мы воспринимаем Абхазию, даже мы, кто живем, как солнечную такую страну, и гости нашей страны тоже какую-то солнечную Абхазию. Тут вот так картинка, мы постарались так показать, как она меняется на более спокойную такую, спокойную, равновешенную, тихую, нежную зимнюю, сопровождающуюся такими уже более холодными, спокойными, зимними, светлыми, голубыми красками. Я думаю, мы все бываем в таком состоянии, когда нам нужно уравновеситься, успокоиться. И вот это как раз это время, и с возрастом я его стала очень ценить. Потому что очень иногда важно побыть просто наедине с собой, как-то успокоиться. И вот это время года, оно как раз дает вот это нам время все поразмыслить, это какое-то обновление, это, и вообще переосмысление того, что было за год. Ольга собрала 25 картин известных абхазских и советских художников. Работы выполнены в разных жанрах и в разные периоды с начала 20 века и по настоящее время. Центральной стала картина Адгура Дзидзария. Самая по тематике, наверное, подходящая здесь – это картина Адгура Дзидзария «Зимний сад». Это созерцание, эта картина была написана в 2005 году. Это такая плоскостная абстракция, не совсем даже типичная для Адгура по цветам, но она и нам очень подходит, вообще на ней как-то, наверное, строится выставка больше. И она задает тоны выставки, и другие картины, они все как-то очень гармонично все смотрятся. Среди выставленных работ есть и акварель неизвестного художника 1903 года, которая была выкуплена на аукционе, и картина Варвары Бубновой 50-х годов, работы художников с мировым именем, а также картины современных абхазских авторов. Это Ибрагим Чкалу нам предоставил. Вот у него 3 работы здесь представлены. Это Яковлев, Покровская и вот неизвестный художник. Яковлев, Покровская, они очень известны. Это такие именитые авторы и в России. То есть их работы хранятся и в Пушкинском музее, и в Третьяковской галерее. В Русском музее работы хранятся, то есть это довольно-таки известные авторы. Новогодний ампар, новогодняя у него абстракция, футуризм такой интересный, метамодернизм, его любимый, это наш пейзаж с какими-то вкраплениями очень чего-то необычного для даже взгляда. Постоянные посетители частной галереи давно заметили, что ни одна выставка здесь не проходит без картин Игоря Панченко, Ахра Аджинджел, Георгия Боронина, Адриана Ампар. Каждую работу Ольга подбирает сама, и только если видит в ней особую ценность. Некоторые из этих работ можно приобрести, но не со всеми картинами хозяйка галереи готова попрощаться. Как говорит Адгур Дзидзария, такие выставки очень нужны художникам для вдохновения, а зрителям для развития вкуса. Кто обладает художественным вкусом, они могут прийти и насладиться. Я думаю, что здесь все-таки есть работы, которые достойны внимания, а у кого нет вкуса, пусть приходят и развивают. Так что для всех найдется работа здесь. Во-первых, это никто не должен, это должна быть внутренняя потребность, но этому, наверное, надо все-таки не то чтобы обучать, может обучать, но и как-то развивать в людях. Вообще дать понять, что это есть вообще. Потому что у нас многие в каком-то таком неведении живут, и у них, собственно, они не знают, чего желать. То есть вот этой потребности потому и нет. А может, если вот такую бациллу такую инфицировать, может быть, они будут более увлеченные и будут чаще посещать. Чем чаще будут посещать, тем больше будут нарабатывать насмотренность, вкус. Тем больше в этом потребность будет и стимул для творческих людей что-то творить. Галерея The Wall Gallery всего 11 месяцев, но здесь проходит уже 7-я выставка и 2-я зимняя. Картины новой зимы пробудут тут до марта. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.